Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. В этот день люди объединяются, чтобы оказать поддержку тем людям, которые заболели ВИЧ-инфекцией. Также поддержать родственников людей, которые погибли от этого заболевания. В этом году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы выявили, какие есть недостатки здравоохранения, что нужно для того, чтобы победить все вместе эту коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция, она существует, ВИЧ-инфекция также параллельно поражает других людей, все новых людей. Основной лозунг Всемирного дня борьбы со СПИД звучит как международная солидарность и общая ответственность. То есть это говорит о том, что все люди должны объединиться, и только так мы сможем победить не только коронавирусную инфекцию, но и, конечно же, ВИЧ-инфекцию. ВИЧ-инфекция, она сравнительно недавняя инфекция, то есть о ней стало известно порядка 40-50 лет. Но, тем не менее, за этот короткий период уже почти 40 миллионов людей на планете умерли от этого заболевания. Еще примерно столько же живет с этим заболеванием. ВИЧ-инфекция, ее называли чумой 20 века. Несмотря на то, что наша медицина идет вперед, в 21 веке, к сожалению, еще не существует вакцины, способной предотвратить ВИЧ-инфекцию, а также лекарства, способного полностью излечить от этого заболевания. Но сейчас есть специальная методика лечения, которая позволяет продлить жизнь больным ВИЧ-инфекцией, а также улучшить качество их жизни. Эта терапия называется противовирусная терапия. К сожалению, эти препараты противовирусные надо применять всю жизнь, ежедневно. Но тем не менее, как показывает практика, люди могут жить 20 лет и более. В сравнении с тем, как если раньше, в 90-х годах, когда только появилась эта инфекция, люди умирали спустя 5-7 лет, может быть 10 лет. Эта инфекция, она распространяется 3 путями, то есть половой путь, через кровь, а также от матери ребенку. Конечно же, нужно себя обезопасить. То есть, что это значит? Каждый человек должен относиться ответственно к своему здоровью, к своим отношениям с близкими людьми, не пренебрегать семейными отношениями и, естественно, стараться в любом случае поддерживать близких людей, своих друзей, родственников, и родных. Процент заразившихся ВИЧ-инфекцией через наркотики практически 1/3, то есть тоже очень высокий. Поэтому, естественно, ни в коем случае нельзя употреблять ни в каком виде наркотические средства. Также, конечно же, алкоголизм какой-то оказывает процент на заражение ВИЧ-инфекцией. Это тоже отрицательный момент. Ребенок может заразиться, когда он находится в животе у мамы, а также во время родов или после уже рождения, если мама будет его кормить грудным молоком. То есть этот вирус передается через грудное молоко. Как защитить себя? Во-первых, конечно же, каждая женщина, когда она становится беременной, она должна встать на женскую консультацию, на учет. И в течение всей беременности 3-кратно у нее берется анализ на ВИЧ-инфекцию. Если выявляется положительная ВИЧ-инфекция у будущей мамы, то ей назначается противовирусная терапия, и практически 99% случаев при своевременном назначении этой противовирусной инфекции ребенок может родиться здоровым. Данная инфекция не передается бытовым путем, что позволяет людям, которые заразились ВИЧ-инфекцией, работать спокойно практически в любой отрасли, по любой профессии. Конечно же, только не связанных с
там, где имеется контакт с кровью. Поэтому таких людей бояться не надо, они не заразны, то есть они безопасны в плане бытовой передачи данной инфекции. Для этого существует только методика тестирования. Тестирование есть экспресс-тестирование, когда у человека берется кровь и в течение 15-20 минут значит, можно определить, есть ли антитела к ВИЧ-инфекции у данного человека. Более углубленные исследования проводятся в лабораториях, то есть на специальном оборудовании. Там уже устанавливается более точно наличие антител к данному вирусу. Также есть сейчас новые методики, это слюнные тесты, то есть когда берется слюна и значит, определяется наличие в ней вируса иммунодефицита человека. Если у вас есть вопросы, а также вы хотите пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию в нашей республике, это можно сделать либо в любой поликлинике по месту жительства, или в специализированном нашем центре по профилактике и борьбе со СПИД. Это все делается анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. У нас есть телефон горячей линии 43 01 25, по которому вы можете получить ответ на любой ваш вопрос, что касается профилактики, лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Спасибо за внимание.